На территории Якутии увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью интернет-сети и мобильной связи. Только за 2015 год в Нерюнгринском районе зафиксирован трехкратный рост обращений, связанных с этим видом мошенничества. Продолжит тему Галина Якимчак. Только за прошлый год сотрудникам полиции поступило порядка 200 обращений граждан, потерявших свои деньги в результате действий интернет-мошенников. В первую очередь эти преступления связаны с покупкой товаров на сайтах и также совершенные путем обмана посредством телефонного разговора и СМС-сообщений, в результате которых с банковских карт граждан снимаются деньги. Это, наверное, самая сложная схема раскрытия преступлений. За прошлый год у нас было раскрыто таких 5 преступлений. На сегодняшний день такие случаи обращений участились. У нас в день бывает по 2 и по 3 обращения таких. Эти преступления весьма тяжело раскрываются. Весь путь полученных денежных средств просто невозможно отследить и выяснить личность конечного получателя. Бытует мнение, что такие преступления совершаются в Якутии посредством телефонных номеров других регионов. Однако нередки случаи мошенничества, производимые с участием местных сим-карт. Также имеет место, когда вирусы на телефонах, особенно Android, когда вирусы заражают телефон и незаметно для пользователя списывают, проводят операции через СМС и проводят списание с банковских карт, опять же, денежных средств на счета злоумышленников. Специалисты говорят, что от данного вида преступлений не застрахован никто. Потерпевшими становятся и дети, и пенсионеры, и также граждане самого разного статуса, уровня жизни и достатка. Мошенники умеют расположить к себе в разговоре так, что человек называет абсолютно все номера банковских карт и кодов. Мы перевели эти деньги, и потом пропал молодой человек. Оказалось, что это был мошенник. Причем телефон был нашего региона, какой-то другой. И очень хорошо все говорил, замечательно, что не было никаких подозрений, что есть факт мошенничества, так скажем. В результате всего вышесказанного можно только резюмировать. Граждане, будьте бдительны. Помните, что от лица вашего банка не может прийти сообщениями с запросом вашего номера карты. Все необходимые данные в банке имеются. Кроме того, заполняя анкету покупателя на сайтах, не оставляйте данных, благодаря которым могут быть сняты денежные средства без вашего ведома. Меняя сим-карту, отключайте с номера приложения онлайн-банка, а также пользуйтесь антивирусными программами для Android. Наше благосостояние в наших руках. Галина Якимчак, Семен Амосов, Дмитрий Горбов, НВК «Саха», Нерюнгри.